В республике с начала года зарегистрировано 119 пожаров, 18 из них – поджог сухостоя, 3 погибших, десятки пострадавших и многомиллионный ущерб для погорельцев. Последнее ЧП произошло накануне в Назране по улице Базоркина. В многоэтажном доме загорелась квартира. К счастью, пострадавших нет. Предварительная причина – это замыкание электропроводки. Как мы знаем, у нас в республике были проливные дожди, из-за этого были скачки напряжения. По словам некоторых из жителей, рядом трансформатор, который здесь находится, у него была вспышка, то есть произошел скачок напряжения, и, соответственно, удлинитель, который находился, в который был включен холодильник и еще некоторые бытовые приборы, он воспламенился. Замыкание электропроводки сегодня в первой строчке в статистике частых причин пожара. Сотрудники МЧС который раз напоминают, чем может обернуться игнорирование элементарных правил безопасности. В зоне особого риска малоимущие семьи, проживающие в ветхих домовладениях и щитовых домах. Обращаясь к телезрителям, гражданам, жителям республики, отмечу, что необходимо пользоваться правильным электрооборудованием, то есть не то, что правильным, а сертифицированным, и правильно его использовать, не нарушать эксплуатацию этого оборудования и не давать пользоваться детям, то есть не перегружать электропроводку и так далее. То есть соблюдать все правила пожарной безопасности, которые, в принципе, написаны кровью, то есть они не придуманы просто так, и эти правила необходимо соблюдать, чтобы не было таких происшествий. Часто причиной подобных происшествий становится экономия жителей на монтаж электропроводки и самостоятельная установка газовых оборудований. А некоторые считают лишним затраты на защитные механизмы, как стабилизаторы, устройства защитного отключения и барьер от скачков напряжения. На втором месте по частым пожарным происшествиям газовое оборудование. И на третьем человеческий фактор, в основном детская шалость. Необходимо вести беседы со своими детьми, объяснять им, потому что они менее сознательные, чем взрослые, как правило. Поэтому нужно с детьми работать, чтобы они не подходили самостоятельно, не включали, то есть не доверять это детям. В этом году в лесном фонде Ингушетии пожаров не зарегистрировано. В прошлом тушить леса пришлось 3 раза. И причина опять же человеческий фактор. Пламя нужно огородить либо камнями, либо чтобы у вас был какой-то свой переносной мангал, то есть чтобы он, вообще это желательно, да, чтобы он был не на земле, это пламя. И обязательно не забыть после себя потушить этот огонь. И если пламя все-таки у вас ограждено камнями, то от всех щепок, от маленьких, то есть веточек в радиусе 3 метров все должно быть очищено. Обязательно это не должно быть среди деревьев, этот огонь. Казалось бы, такие банальные правила, но тем не менее не все их соблюдают. И также мусор за собой нужно убирать, потому что, к примеру, если кто-то оставил за собой стеклянную бутылку, немногие знают, но есть такие случаи бывали, когда солнце в жаркую погоду попадает на эту бутылку, лучи преломляются и могут создаваться эффект лупы, и то есть может также случиться пожар. То есть такие случаи бывают, поэтому необходимо об этом помнить. В МЧС напоминают, не соблюдая требованиям пожарной безопасности и пренебрегая правилами подключения к газовым и электросетям, можно не только потерять свое имущество, но и лишиться здоровья, а может и жизни. Адам Гулоев, Мухаммед Дарсигов, Новости 24.